В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Президент России Владимир Путин в новых майских указах, а также в своем недавнем послании поручил до 2024 года обеспечить устойчивый естественный рост населения, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, добиться роста реальных доходов граждан, снизить бедность в 2 раза, каждый год улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей и достичь еще ряда показателей. Так разработаны национальные проекты по 12 направлениям, и об одном из них, а конкретно демографии, мы сегодня поговорим с доктором экономических наук Северо-Восточного федерального университета Светланой Александровной Сукневой. Светлана Александровна, здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Демографические проблемы особо актуальны для дальневосточных регионов, где убыль населения не прекращается. Каковы причины? Добрый день. Действительно, на Дальнем Востоке сокращается население, и причиной тому являются 2 фактора. Это миграционная убыль, то есть количество прибывающих на территории Дальнего Востока стабильно меньше выбывающих за его пределы. Эти процессы уже идут на протяжении четверти века, с 90-го года. И второй момент – это естественная убыль. Естественная убыль, она тоже является характерной чертой практически всех субъектов Дальневосточного федерального округа, за исключением Якутии, Чукотки, и вот в последние годы Сахалин и Камчатка тоже присоединились к этой группе. Поэтому вот эти 2 фактора являются именно факторами снижения численности населения. А от каких основных факторов и условий зависит именно эффективная реализация проекта? Говоря о мерах демографической политики, которые предусмотрены в рамках реализации проекта, которые уже сейчас приняты и реализуются активно, тут, конечно, нужно прежде всего говорить о том, что эти меры должны носить долгосрочный характер. То есть они должны формировать именно репродуктивные планы, установки и их изменять. То есть демографическая политика, она решает 2 задачи. Первая задача – это реализация уже сформировавшихся репродуктивных планов, и помощь в этом оказывает меры поддержки. А вторая задача – это изменить сами репродуктивные планы. И вот тут как раз именно долгосрочный эффект от мер, он может благоприятным образом сказаться. И, нужно сказать, уже есть реальные результаты, в том числе повышение доли многодетных семей. И именно вот по направлению увеличения рождений третьими и последующими в семьях тут достаточно такая стабильная динамика наблюдается, положительная. Светлана Александровна, а какие меры необходимы для увеличения продолжительности жизни и борьбы со смертностью? Ну вот что касается продолжительности жизни, здесь тоже у нас есть очень хорошие успехи. Мы видим рост продолжительности жизни на протяжении вот уже последних 10 лет. Тут тоже, конечно, реализуются проекты. И прежде всего, что касается Дальнего Востока, специфика заключается в том, что на 2-м месте в структуре причин смертности находятся внешние причины. И именно сокращение смертности от внешних причин сказывается положительно на повышении продолжительности жизни, плюс младенческая смертность. Здесь, конечно, тоже очень большие успехи. Вот если касаемо нашей республики, в 90-м году младенческая смертность составляла 19,9 промилле. По итогам 2017 года она сократилась до 5,1, то есть практически в 4 раза сократилась. А это непосредственно сказывается на показателе продолжительности жизни. Буквально на днях глава республики Александр Сергеевич Николаев подписал указ о дополнительных мерах по поддержке рождаемости. Как вы можете прокомментировать этот документ? Ну, это очень хороший документ, и на протяжении практически вот больше 15 лет у нас не было именно собственных таких мер региональных, которые направлены на поддержку и повышение рождаемости. И нужно сказать, что здесь учитываются все 3 направления повышения рождаемости. Это и поддержка первых рождений, и вторых, и рождений высокой очередности. То есть плюс это дополнительные меры уже к федеральным мерам, которые действуют на территории, в том числе и нашего региона.
И, безусловно, это скажется положительно на повышении рождаемости, потому что если вот посмотреть на структуру рождаемости, то мы видим, к сожалению, сокращение первых рождений. Сокращение первых рождений, повышение среднего возраста при рождении первого ребенка. Особенно это заметно в городской местности. Поэтому, конечно, вот эти меры, они должны иметь положительный отклик и изменения. Вы уже упомянули материнский капитал. Как вы считаете, он уже исчерпал свои возможности или же имеет место продлить его? Ну вот материнский капитал – это как раз из разряда тех мер, которые формируют репродуктивные установки и репродуктивные планы меняют. Поэтому, конечно, долговременность реализации именно этой меры, она положительно сказывается. Вот по итогам обследования репродуктивных планов населения, которое было проведено Росстатом, материнский капитал называется в числе первых мер и имеет самые высокие рейтинговые оценки именно вот в плане изменения рождаемости. Какие еще меры поддержки семей, на ваш взгляд, необходимы и всегда ли они должны измеряться рублем? Ну, что касается мер поддержки семей, конечно, здесь меры поддержки, они касаются улучшения качества жизни самой семьи. Да? И помимо социальной поддержки, конечно, здесь должна быть возможность достойной зарплаты, то есть хорошая работа, которая позволяет содержать семью. То есть дополнительные меры, они помогают, но тем не менее решение принимается семьей, и решение осознанное и с учетом реальных доходов самой семьи. Поэтому, конечно, рабочие места, развитие экономики, оно, конечно, тоже играет свою положительную роль в улучшении демографической ситуации. Кстати говоря, большой общественный резонанс недавно вызвала отмена компенсации родителям за детский сад. Как вы к этому относитесь? Помощь семьям важна любая или она все-таки должна быть адресной? Ну вот эта мера, она как раз была из разряда тех общих для всего населения, которые именно сказываются на долгосрочных планах. И вот по результатам опросов она была на 3-й позиции именно оплата детских садов после материнского капитала и улучшение жилищных условий. То есть люди считают, что это значимая мера, и поэтому, когда ее сделали адресной, это и вызвало вот такую реакцию населения. А в целом, каких результатов и когда можно будет ждать от реализации новых мер поддержки семьи с детьми? Ну вот, если посмотреть на реализацию мер демографической политики вот в историческом аспекте, активная реакция на меры, она происходит в первые 2-3 года. То есть меняется что-то, дополнительные меры появляются, создается новое психологическое состояние, новый психологический климат в обществе. И это сказывается в том числе и на повышении, ну, в частности, мы говорим о рождаемости. То есть реакция, безусловно, будет, но затем она, как правило, те, которые хотели, они реализуют свои планы, и потом нужно какие-то дополнительные меры или как-то вот поднимать этот вопрос. То есть демографическая политика, она не может быть реализована, вот меры какие-то приняли и все, и будем ждать результаты. То есть нужно постоянно мониторить, нужно постоянно какие-то выделять. Вот сейчас появилось четкое понимание, что нужно поддерживать и первые рождения, и это вот такие меры стали принимать. То есть постоянное отслеживание результатов, итогов, постоянный мониторинг, он, конечно, влияет на положительные результаты демографической политики.
Светлана Александровна, спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, что в гостях у нас была главный научный сотрудник, руководитель отдела экономики, народонаселения и демографии Института региональной экономики Севера, а также доктор экономических наук Северо-Восточного федерального университета Светлана Сукнева. И обсудили мы национальный проект «Демография». Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.